Осенью цены на мясо и скот традиционно снижались, так как обычно в это время года крестьяне начинают продавать скот. Но этой осенью вместо снижения цен на говядину, конину и баранину наоборот повысились. Покупатели теряются в догадках, это аномальный сезонный рост или последствия мясного дефицита. Продавцы наперебой объясняют, продукт уходит из страны. Себестоимость. Раньше я покупал мясо по 290-300 сомов, продавали по 300-350 сомов. Теперь оптовая цена составляет 340-350 сомов. Думаю, причина подорожания в том, что мясо и скот экспортируются в соседние страны в большом количестве. Из-за отсутствия поддержки со стороны государства крестьяне не упускают возможности продать за рубеж животноводческую продукцию. Остатки продают на внутреннем рынке, и цены подскакивают вверх. А тут еще и злодействуют перекупщики. Перекупщики скупают как скот, так и разделанные туши за бесценок и втридорога продают в соседние республики. В результате подскочили цены на мясо. Почти все мясо выводится в Узбекистан, Казахстан и Таджикистан. Производители мяса вынуждены повышать цены. Я продаю только конину, и цена в этом году резко повысилась. Если раньше мы продавали по 350 сомов, то теперь продаем по 390. Для внутреннего рынка мяса остается очень мало по сравнению с прошлым годом. Испытываем дефицит мяса. Стоит отметить, что в Бишкеке мясо стоит почти по 400 сомов за килограмм. Эксперты утверждают, что мясной экспорт пора уменьшить, чтобы и кыргызстанцы могли покупать продукты по доступным ценам. Семье из 4 человек в месяц необходимо как минимум 6 килограммов мяса, а это более $40. При этом средняя зарплата в стране не больше $120. Как продавец мы тоже обеспокоены ростом цен на мясную продукцию. Людям и так не сладко после пандемии. Крестьянам сейчас выгодно продать подороже, чем раньше. Они говорят, хотите, берите по 350, иначе мы будем тоннами продавать в Узбекистан, Таджикистан и Казахстан. О простых людях никто и не думает вовсе. Влиять на деятельность перекупщиков власти не могут или не хотят. Мы обратились с подобным вопросом в соответствующие органы, но ответа никакого не последовало. Ведь спрос рождает предложение, а на кыргызское мясо есть и за пределами страны. Азамат Кенжешев, Тынчтык Кульбаев, Нью ТВ.